Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто тайно тебе завидует. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте о себе. Мы посмотрим ваш портрет, ваши энергии, кто вы, кто пришел на расклад. Вас показывают в каких-то страхах. Апатичность, может быть, какая-то присутствует. Кто-то может стоять здесь вообще на выборе. Кто-то думает, уехать, не уехать, переехать, не переехать, или поехать туда, или поехать туда. Кто-то здесь думает вообще менять работу, деятельность. У кого-то здесь может быть выбор даже из кого-то. Выбираете. Вы сейчас много в целом думаете. У вас в голове все мысли и обо всем. Да? Вы обо всем сразу думаете, и о чем-то глобальном, и о чем-то бытовом. И в то же время здесь человек может даже не спать ночами. Очень много разных каких-то... Может быть, информация получаете одну, вторую, да, и какие-то вот неприятные. Или смотрите, может быть, новости именно какого-то, да, не очень хорошего характера. Здесь показывают, человек вообще закрылся, никому не верит. Вы недоверчивый человек, вы не хотите никого близко к себе даже подпускать на сегодняшний день. Здесь вы могли разочароваться по чувствам, вы могли разочароваться в целом, да, это какая-то ситуация, которая не видит какого-то будущего, да, и вы разочарованы. Или у кого-то чего-то просто не получается. Вы вот знаете, как головой об стену или об дверь, да, об что-то вы стучите. То есть вы пытаетесь добиться чего-то, вы пытаетесь, вкладываете свой труд, деньги, может быть, даже, да, финансы, ресурсы, но вы не получаете для себя, да, чего-то. Вы хотите эту структуру вообще поменять, изменить. Может быть, вы здесь что-то делаете не так. Также здесь показывают человека, который имеет несколько направлений, несколько профессий. Вы, да, может быть, даже очень умный человек по мечам и такой осторожный, осмотрительный. Также здесь показывают человека, который может заниматься практиками, влияет на вас, может быть, как-то погода, погодные условия. Также вы человек гений, человек творчества, то есть вы можете что-то создавать, придумывать, человек идей, может быть, и так далее. Любите вы деньги, финансы, красоту, уют вокруг себя, практичный очень. Вы стали смотреть, фокусироваться на свое состояние здоровья, на свою внешность. Скорее сейчас занимаетесь внешностью, процедурами, вот какими-то такими вещами. На салоны или домашние это процедуры. Но вы здесь пытаетесь уравновесить, восстановить что-то. Свою внешность, красоту, свое состояние. Человек тратит деньги на витамины, может быть, процедуры какие-то, может, спортзалы, фитнес-залы и так далее. Также вы человек разносторонний. Вы, знаете, даже иногда кому-то можете казаться странным. Вы же и юрист, и вы же художник, и вы же вышиваете крестиком. То есть вот какая-то такая... Любите вы деньги. Человек материальный, любит хорошо жить, хорошо есть, хорошо куда-то, может быть, ездить, отдыхать. Любите вы роскошную, красивую жизнь. Вы умеете и распределять финансы. Вот сколько у меня есть, я должна распределить, что мне на отдых, что мне на оплаты и так далее. Но вы о себе в первую очередь тут думаете. Правильно, такая позиция. Чем больше о себе думаю, тем больше ко мне приходит. Оно так и есть. Тут это гарантировано. Вы устали быть тут сильной. Вы постоянно сдвигаете какие-то горы. Вы делаете даже вот какую-то мужскую работу. Совершаете какие-то мужские поступки, действия. Может быть, даже по отношению к мужчине, да. Если вы вступаете в отношения, вы чувствуете, что вы какой-то мужик. Что вы совсем совладаете, что вы больше вкладываетесь, нежели мужчина, да, и вас это может немного попирать внутри. Даже закончены были отношения, потому что вы чувствовали себя здесь вот реально мужиком. Знаете, вот вы как-то
вы вроде взрослый человек, но нравятся даже вам вот какие-то или детские игрушки, или игры какие-то. Чем-то вы таким увлекаетесь, занимаетесь, да, что многие бы покрутили, например, у виска пальцем, да, но вы, может быть, об этом не говорите, в тайне это держите, скрываете, да, и люди думают, вернее, вы боитесь, что люди подумают о вас как-то плохо. Вы, кстати, можете опираться на мнение других, что подумали о вас, как на вас посмотрели, что о вас сказали, вам интересно знать, что о вас подумали. Можете разговаривать на нескольких языках или профессия, деятельность ваша связана с чем-то иностранным. Можете даже, может быть, заниматься и логистикой, или еще чем-то, но вот перемещения могут тоже какие-то быть. В чем-то вы себя таком проявляете. Да, вы, кстати, человек, который увлечен, может быть, даже вот чужой культурой, языками. Знаете, тут показывают, что вы находитесь сейчас в ситуации, где вас пытаются вот обмануть кто-то. Кто-то рядом. Будьте здесь предельно аккуратны. Здесь вот люди как будто бы вас очень хорошо знают или знают какие-то ваши, так скажем, секретики, потаенные тайны. Здесь кто-то хочет воспользоваться этим. И больше здесь проигрывает мужчина. Мужская позиция. Человек как будто бы мстит за какую-то невыданную ему любовь. Ему не хватило от вас любви, или вы его не любите, отвергаете. Мужчина тем самым хочет отомстить, зная ваши какие-то вот болевые точки, например. Или, правда же, секреты, или да, вы чем-то делились сокровенным, тайным с этим человеком. Он знает вас как книгу, прочитанная книга. То есть вы много чем делились, рассказывали ему. Да, человек знает, на какие педали нужно давить, чтобы вами управлять. Вы, кстати, можете находиться в отношениях абьюзерских, где вот вас и реально кто-то абьюзит. Или вы, знаете, можете даже что-то совершить, сделать, а мужчина вас застанет врасплох. Вот будьте аккуратны, предельно здесь именно связано с тем, что является вашим сокровенным, оно может вот как-то, знаете, пойти против вас. Здесь показывают, вы горя этого намыкались, то есть вы прошли огонь, воду, медные трубы. Вам удастся избежать ситуации с этим мужчиной. Знаете, вот как-то как будто бы кто-то или влезет, встрянет между вами. Как будто бы даже человек этот будет, который встрянет, бороться за ваше право. И в целом, да, вот какое-то может быть женское право, если вы женщина. Вот так вот. Здесь, кстати, могут даже, вот знаете, как-то выдавать вашу информацию где-то. Паспортную, личную или еще какую-то. Прячьте документы. Человек, который склонен к выпивкам, гулянкам или каким-то развлечениям. Может быть, даже игровые автоматы там, или в целом азартные игры. Человек вообще по жизни азартен, часто влипает в проблемы из-за своего вот этого любопытства, какого-то азарта. Человек не может себя в чем-то остановить. Вот есть у него болевая точка, да, и чешет, и чешет, и чешет он ее. Не может остановиться, пока до самой кости не расчешет. Вот так у него, да, в каких-то его зависимостях может даже быть. Ваша энергия. Вы чувствуете себя сейчас, может быть, в какой-то степени даже, знаете, тревожно. Это первый сигнал вашей внутренней трансформации. У вас рождается ведьма, у вас рождается даже не то, что ведьма, да, это что-то такое злое, веда, ведающая. То есть здесь рождается какой-то такой глубокий, духовный именно разум, сила, может даже дар. Вы, кстати, это почувствуете по воздуху, это интернет-пространство, это может быть даже включение вашей интуиции. Здесь в скором моменте вы почувствуете, как сыграла интуиция
для вас важную роль. Что-то такое осуществится через интуицию, и вы поймете, в чем ваш дар. Ну, конкретно здесь сказать нельзя. Но здесь вот, знаете, еще как-то какой-то звук может повлиять или какая-то информация на вас, что откроется этот дар. Вот так. Давайте посмотрим, если с вами проигрывают энергии, портрет, характеристика, посмотрим, кто тайно вам завидует. Тот, кто ничего в этой жизни делать не хочет. Вот такой вот человек вам завидует, злится очень сильно. Знаете, у человека была когда-то цель, но здесь были неоправданы его какие-то ожидания. Человек сейчас мстит тем самым, что, вот знаете, делает вот какие-то пакости окружающим, может быть, даже ругается со всеми или провоцирует на какой-то конфликт. Этот человек сейчас в таком состоянии, я бы даже сказала, раздраженном, потому что у него что-то в жизни не складывается, и он обвиняет в этом всех окружающих. Тут идет какая-то такая нарциссическая личность, да, с каким-то таким психическим расстройством личности. Здесь у человека была какая-то цель, но здесь не получилось свершиться его цели. То есть человек не достиг этой цели. Вы знаете тоже, что у человека на вас могут быть вот какие-то претензии. И он видит, что вы, знаете, или же в состоянии все хорошо, или у вас все отлично. Вот в таком состоянии видит вас. Опирается именно на то, что вы забираете, да, что-то, или вы жадничаете, вы скупа, или у вас чего-то много, например, денег много, она мне не даст, или не покормит, или еще чего. Вот жадная такая, таким жадным надо мстить, да, вот какая-то в нем присутствует и мстительность, и вот какое-то такое психозное состояние. Неприятный тип. Тут у человека крах внутренний, глобальный. Человек здесь даже, вы знаете, несколько раз пытался накладывать на себя руки, может быть, даже, или пытается, да, наложить. Что-то вот он хочет такое сделать с собой, да, то есть, чтобы меня здесь не было на этой земле, вот такое вот. Очень много зла в нем. Искажение вообще представления, то, что вокруг. Тайно завидуют. Знаете, человек завидует, возможно, даже какому-то вашему счастью. У меня здесь проходит человек, это мужское лицо, мужской пол. Не ваш ли это бывший? Потому что здесь человек не хочет вашего счастья с кем-то, этот мужчина. И вас в то же время ненавидит. Он видит, что вы в чем-то наслаждаетесь, счастливы. Вы проецируете ему, что вам в чем-то везет. Успех. Успешный успех. Вот вы, знаете, тут такое чувство, что человек у вас или деньги просил, или вы ему в чем-то помогали, давали. И вот здесь у человека состояние такое сейчас тревожное, что ему как раз-таки не хватает, да, каких-то средств. Человек, может, даже хотел бы вас попросить, но здесь, знаете, такое прощение у вас этих, вернее, человек считает, что эти деньги, которые он должен у вас вымаливать, просить, они каким-то образом являются его. То есть в чем-то он когда-то вам помогал, а теперь, да, вот он считает, что вы должны в чем-то ему. Вы как должница. Но я должен еще умолять и выпрашивать. Тайно завидует кто? Он и завидует, и знаете, вот то чувство, что вы здесь пережили с человеком какой-то обман, или в принципе очень много обмана.
Но он видит, что вы сама добиваетесь каких-то успехов. Вам в чем-то очень сильно везет. Вы не блокируетесь, вы вот как-то все это показываете на показ. Вы здесь расцветаете. И вы даже выглядите лучше, нежели в то время, когда вы были с ним, с этим человеком. У человека, знаете, такое чувство, это вот как что-то вам показать, что-то вам попортить. Внешность, машину, может быть, вашу новую, да, дом ваш или вашего мужчину поколотить. Вот какая-то такая гадость. Считает, что вы хитрая, лицемерная, гадина. То есть здесь какие-то даже вот такие слова, я не буду, да, их озвучивать. Но вот давайте так, обойдемся словом гадина, да, вот такая вот сякая. Из этого человек, кстати, бухает, гуляет, знаете, прожигает свою жизнь. То есть он понимает, что я все это прожигаю, но ему плевать, да, готов даже и быть на дне. Да пошло оно все. Обиженный сидит в расстроенных чувствах и вас ненавидит. Он даже, я бы сказала, проклинает вас. Что вы были, может быть, в его жизни, да, или вот именно потому, что вы растете, что-то получаете, да, то есть нигде не скитаетесь, ничего там не побираетесь и так далее, да, живете себе хорошо и кучеряво, а вот он приходится ему, да, вот предпринимать какие-то такие сложные действия. Но просить он ничего у вас не пойдет, но вот он считает вас в чем-то виноватой, что вы должница перед ним. Еще и должница, да, еще и с процентами верни. Давайте еще посмотрим, кто тайно вам завидует. Психа, человек, просто псих. Кто еще завидует? Блин, все эти люди, которые вам завидуют, погляньте, кто-то здесь на больничной койке вообще лежит, чуть ли не при смерти. Какая-то вот дама именно, но здесь опять-таки в ней очень много зла. Откуда столько зла у людей, да? Здесь вот именно корежит зло. Он видит, ой, вернее, не он, она видит, что вы вот на каком-то таком легке. У вас голова вот без забот каких-то, без какого-то груза, да? Здесь люди хотят именно видеть вас в каких-то, может быть, мучениях, когда вы там мучаетесь в чем-то. Видит вас в достатке, завидует вашему заработку и вашей деятельности, или что вы что-то умеете. Учиться надо, учиться. Я вижу, что вы, знаете, когда-то общались довольно-таки неплохо с данной дамой, но потом произошел между вами какой-то конфликт. Из-за денег, из-за финансов, из-за зависти. Первое – это зависть. Финансовая зависть. Но то, что вы, знаете, вот не оставляете каких-то шансов, забираете все. Да, вот даже была какая-то между вами ситуация, например, раздавали что-то бесплатно, и вы вот пришли с ней вместе, и вы взяли больше, да, и она это все видела, и ее вот это вот чувство, да, вот вы чего-то берете, но ей не оставляете, может быть, работу. Может быть, вместе работали, да, и вы всю работу забираете себе, чтобы больше заработать. А вот ей ничего не остается. Она на вас здесь зуб точит. Считает вас хапугой, жадиной. Знаете, даже вот сидит и говорит то, что вот, или леща дать, да, или вот забрать у нее все это. Но она же такая, смотрите, да, вы вот окружили себя, во-первых, вы имеете что-то, и во-вторых, вы в любом случае в выигрыше, как она видит, да, у вас и такие вот партнеры, да, или знакомства, или мужчины за вами какие-то вот такие бегают, холеные, красивые, да, такие с деньгами или с деньжищами. Ну, в общем, вы под мостом не останетесь, что вы даже можете и не работать, что о вас кто-то там позаботится, да, то есть у вас голова ни о чем не болит, как видит человек. Притом, да, он видит, человек этот, что вы работящие, вы можете зарабатывать, но вам можно и сложить лапки, и сесть на чьи-то плечи,
да, то есть вот так вот, что за вами кто-то позаботится, вас от чего-то убережет. У вас, слушайте, еще завидуют потому, что у нее нету никого в жизни, кавалеров, а у вас есть тут кавалеры, и не один кавалер. Возможно, даже, вы знаете, некая такая слежка за тем, сколько у вас этих кавалеров. Или как вы себя ведете. Человек замечает, что не просто так, да, вот вы какая-то раскрашенная, или вы какая-то слишком добрая, наверное, да, кто-то ее там полюбливает по вечерам. Ну, или, в принципе, кто-то вас любит, вы чувствуете в ком-то плечо, поэтому вы себя как-то вот так вальяжно ведете, свободно. То есть ничего вы не боитесь. Сильная вы и сама по себе, и, в принципе, притягиваете в свою жизнь каких-то и мужчин сильных. У нее, знаете, какие-то курьезы тут или проблемы с каким-то мужиком, который как будто бы раз из раза в раз трепет нервы. И вот чувствует даже она, и если бы не трепал, да, зачем ты мне нужен? Вот чувствует какое-то свое низкое достоинство, что она не заслуживает чего-то лучшего. Вот какие-то не те, или алкоголики и тунеядцы вокруг нее. Нету каких-то в доступе, да, адекватных вариантов или выгодных. У вас же, да, здесь какие-то мужики вот реально или со статусом, или с деньгами, а у нее вот какая-то молодежь, так скажем, сопливая, да, которые вот, как она считает, что ничего не умеют, надо кого-то подтягивать. Она как будто бы и тянет все отношения. Вот так вот. То есть она видит то, что вы здесь и не одна, что у вас есть кавалеры, что вы, дама, может быть, завидная невеста. Вам завидуют, знаете, в чем? Что у вас и все есть, и вы очень такая мудрая дама, что вы не упускаете какие-то в жизни возможности, вы не упускаете ситуации какие-то. Если что-то дано, вы сразу это берете. Также вы не пройдете и мимо распродаж, да, тоже, и там все ухватите. То есть вы наслаждаетесь жизнью, а кто-то вот в потопе каком-то находится. И вы, может быть, и ведьма, колдунья, подколдовываете там. Да, то, что вы точно ведьма какая-то. Потому что у кого-то ситуация, да, вот вроде мы живем одинаково, или вроде бы мы одинаковые с ней, но ей везет, а мне нет. Почему? Потому что, да, она или ведьма, здесь какие-то есть знаки, ритуальные знаки, талисманы, что-то такое, что ударяется в глаз кому-то, и кто-то именно говорит, что вы ведьма. Родинка может быть даже на лице, да, или какие-то такие зеленые глаза, рыжие волосы, да кто знает. Или на вас может быть какие-то татуировки, амулеты и так далее. Здесь сразу люди считывают, что ведьма. Кто-то конкретно считывает. То, что вы далеко пошли, то, что вы добились, но это не своим умом и не богатыми родителями. Это точно, да, вы пользуетесь именно какими-то здесь колдовством, заговорами или ходите по бабкам. Вот такая вы. То есть вы добились чего-то. И вы, знаете, добились, и вы потом опять что-то получаете. Здесь кто-то замечает ваши успехи. Может быть, это и не показывает на показ, но видит. Это обсуждается очень хорошо в кругу людей. Ваши какие-то успехи и колдовство. Считают, что вы такая, знаете, как хамелеон. Меняете кожу эту или цвет кожи. Вот такая вы. И чего надо, добьетесь. Заговорите кого угодно. Да? Вы такая ла-ла-ла, очень хорошо на язык. То есть вы можете, преследуя какие-то свои цели, кого-то вот заговорить. Знаете, так дружелюбно. Ненавидит вас человек, ненавидит. Но молчит. Но молчит.
Знаете, также еще такое здесь есть, что вы где-то пестрите, ярчите. То есть вы где-то такая яркая, выделенная, вот как белая ворона. Да, и то, что мимо вас очень сложно пройти. Вы где-то выделяетесь в каком-то обществе или своей харизме, да, вот так, как это солнце, или внешним видом. Но вы вот на самом деле поэтому-то и получаете какие-то плюшки, или на вас обращают внимание все, да, может быть, даже и вы имеете какие-то связи и так далее. Ну, вы человек очень заметный. И заметны вы здесь показывают, что у нее не такая внешность даже, как у всех. У нее вот какая-то внешность именно, или как будто какая-то знаменитость, или вот, да, какая-то высокая персона. Но это не простая внешность. Поэтому, да, вот какие-то плюшки вы получаете. Кто тебе завидует? Тот, кто приедет в гости, или кто скоро намылится к вам. Тот вам человек завидует. Завидует какому-то вашему... Знаете, вы не отчаиваетесь. Вот этому завидует. Вы, даже если все грустно, все плохо, все печально, вы вот такая... У вас есть вот эта какая-то смелость или позитив, например, да, вот вы как-то все это, ладно, ерунда, да, встала, отряхнулась и пошла дальше. Вот этому завидуют. То, что вы постоянно на какой-то энергии, постоянно вот на каком-то позитиве можете быть, или... Ну, вы источник, да, можете энергии быть. Здесь даже об этом как изучения идут. Вот как ученые что-то изучают, вот вас также изучают, откуда у вас вот эта энергия, с чего вы ее получаете. Или от любви вас кто-то любит, или вас кто-то очень хорошо содержит. Не понимают люди вас, не понимают, от чего вы такая, от чего вы заряженная, от чего у вас столько энергии, почему вы такая позитивная. Знаете, где-то вот реально вы сияете, да, подсвечиваете, что жизнь прекрасна, все желания сбиваются. Вот такое вот есть. И даже когда все серо и мрачно. Вот так вот. Вам завидуют больше, скорее, даже потому, что вы, знаете, человек беззаботный. Что у вас нет каких-то на самом деле проблем, которые вот есть на сегодняшний день у многих, да, где кто-то о чем-то переживает, но здесь видят, что вы именно так проецируете себя, именно можете и проецировать, но люди думают так по-другому, да, все, они видят, что вы проецируете именно беззаботность, успех, какой-то, может быть, лучшая, да, финансовая составляющая. Хорошо живете, полный стол, вот так вот. И закрытая, тайная такая, никому ни о чем не рассказывайте. Но вы, знаете, можете поделиться каким-то опытом из жизни, дать дельный совет, такая умная, начитанная. Да, у вас или вы на все руки мастер, или вы и еще все вы знаете. Вот что у вас не спроси, все вы знаете. Звезда очень красивая. Здесь завидуют очень сильно вашей внешности. Даже, знаете, закрывают глаза. Не хочу этого уже видеть. Кому-то просто тошнит. Вот так вот даже. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.